Научно-студенческий кружок по истории объединил студентов двух кафедр историко-юридического факультета ЙОГУ, кафедры всеобщей истории, истории Осетии и Кавказоведения. Старший преподаватель кафедры истории Осетии и Кавказоведения Фатима Маргиева в своей вступительной речи подчеркнула, что студенты с особым удовольствием готовили свои доклады совместно со своими научными руководителями. Студенты представили интересные доклады по темам истории Осетии и мировой истории. Маргарита Хасева, студентка 4-го курса специальности «История международных отношений» с научным руководителем, доцентом кафедры всеобщей истории ЙОГУ Залиной Джоевой на основе исторических фактов смогли в своем докладе провести параллели между спартанской и осетинской моделями в воспитании мальчиков, подчеркнув, насколько две различные культуры могут пересекаться между собой. Для спартанского государства с его ярко выраженным военным характером казарменная система воспитания и образования молодого поколения оказалась достаточно эффективной. В эту систему входили официальные запреты и правила, определявшие жизнь, повседневную жизнь каждого спартанца с момента его рождения и до смерти. Система воспитания осетин, роль которой также сводилась к подготовке молодежи к основным требованиям военного уклада, имеет некоторые аналогии в образе жизни спартанцев. Воспитание мальчиков у осетин, разумеется, не в столь жестоком, как у спартанцев виде, носило военно-прикладной характер, что выражалось в играх, игрушках, колыбельных песнях, обрядах, танцах и других элементах этнокультурного наследия осетин. Студент Ясон Татаев, обучающийся на 1-м курсе специальности «История международных отношений» с научным руководителем, старшим преподавателем кафедры истории Осетии и Кавказоведения ЙОГУ Элеонорой Табовой, проработали тему Махабхарата и Рамаяна из истории Индии. История Древней Индии раскрывается нам во многом через произведения Рамаяна и Махабхарата. Несмотря на то, что они имеют мифическое сказочное содержание, события, описанные в этих произведениях, имеют связь с историческими. Даже в культуре йогов-аскетов сегодня есть стремление к постижению знаний, которые описаны в этих произведениях. Герои Махабхараты и Рамаяны являются олицетворением одного или нескольких человеческих качеств, таких, как, например, как доблесть, по-индийски арутуна, сила Пхима, стойкость и самообладание Юдхиштхира. На основе этих черт в большей или меньшей степени их обладания складываются образы героев. О такой важной теме, как обычаи и традиции осетин, а также о родильной обрядности под руководством доцента кафедры истории Осетии и Кавказоведения ЙОГУ Азой Кукоевой рассказала студентка 1-го курса специальности «История международных отношений» ЙОГУ Елена Гаглоева. Женщины-христианки в основном посещали святилище Моды Мойра, Матери Марии, так как именно Богородица считалась у осетин покровительницей деторождения. Под образом Моды Мойра, по мнению Абаева, с момента принятия христианства, по-видимому, скрывалась древняя аланская богиня домашнего очага, которой поклонялись женщины. Мария Стамбулян, студентка 2-го курса, подготовила доклад на тему «Каролинское возрождение», затронув историю Карла Великого и его наследников со своим руководителем, старшим преподавателем кафедры истории Осетии и Кавказоведения ЙОГУ Фатимой Маргиевой. От имени Карла, как ранее от Цезаря и Августа, произошло само слово «король», и им была искусственно продолжена история Римской империи, что было популярно впоследствии. Он также стал одним из прообразов короля Артура и апоэтизированным символом идеального государя. Каждая работа была научно обоснована и интересна как студентам, так и профессионалам, вступившим в дискуссию с докладчиками.